Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 29 ноября, среда. Смотрим с вами все знаки зодиака по очереди от Овнов до Рыбок, но смотрю я в двух частях. Это первая часть. Овны, 29 ноября, среда. Мешок с деньгами. Первое событие. Овны. Проверяйте вместе со мной. Может быть, вы что-то будете видеть, а я нет. Якорь. Маска также еще есть у вас в среду. Подсвечник. Лебедь. Горизонтали, вертикали не вижу. Значит, смотрите. Первое событие финансы, деньги. То есть это могут быть либо траты, покупки, либо какие-то расходы, либо поступления. То есть по мешочку тут сложно сказать, будет плюс или минус. В любом случае какие-то события связаны с финансами. Дальше по якорю остановка где-то надолго в этот день. Надежды, подсвечник, гармоничные отношения в паре или события еще может показывать. И маска обман. То есть могут вас в этот день также еще и обманывать. Поэтому будьте осторожны, не доверяйте всем подряд. Благодарю за внимание, Овны. Я перехожу к Тельцам. Смотрим Тельцы. 29 ноября, среда. События для Тельцов. Шарики. Хорошие новости. Мешок с деньгами. Кровать. Ключ нельзя. Цыпленок. Конфликт. Мечи. Корону нельзя. Конфликт с детьми может быть. Разлука. Роза, свидание. Яблоко нельзя. Так, смотрим, что у нас еще здесь. Машинка есть. Дорога. Дорога на свидание. Но здесь нет. Диагоналями соединять нельзя. Да, например, вот нельзя соединить подкову, нельзя соединить ножнички, ну и так далее. Значит, смотрите, что у вас выпали. Какие события. Хорошие новости будут в среду. Может быть интимная связь, свидание.
какие-то финансовые операции, расходы, поступления денег, то есть тут сложно сказать, как именно проиграется, плюсом или минусом. Дальше поездка, общение с семьей, с детьми, временная разлука, расставание с кем-то, и минус у вас выпал конфликт. Выяснение отношений, да, такая вот ссора, скандал может быть, ну, даже больше скандал, чем ссора, потому что метла это у нас, да, то есть ссора, а мечи все-таки показывают какую-то уже такую острую ситуацию. В общем, вот такое предупреждение для вас, тельцы, на среду. Благодарю за внимание, перехожу к близнецам. Близнецы. Двадцать 29 ноября. Близнецы. У вас сундучок выпадает, у вас точно будет прибыль. Шарики. Тоже хорошее событие. Чемодан. Дерево. Возможно, для вас будет новостью приглашение куда-то. Успех. Венок победителя. Также месяц еще выпал. Любовь нельзя. Дорога. Дорога, может быть, даже с чемоданом, с рюкзачком. Также, смотрите, еще есть замочек открытия тайн, секретов. Ну, здесь нет. Получается, в среду у вас будут финансовые поступления. Выпал еще месяц, возможно, каждый месяц получаете в конце, да, то есть, ну, как вариант может так проиграться. В общем, у вас будет прибыль однозначно, у вас будут хорошие новости, приглашения, открытие каких-то секретов, тайн. По замку успех в делах, события, которые повторяются постоянно с вами. Поездка и чемодан – это временная разлука с кем-то. Ну, то есть, когда мы, например, куда-то уезжаем, то есть понятно, что мы там расстаемся с любимым человеком на какое-то время. Так что вот так. Ну, у вас, видите, все события выпали хорошие. Благодарю за внимание и перехожу к ракам. Сейчас будем разбираться с раками. Раки. 29 ноября. Двадцать 9 ноября. События дня. Успех, первое событие. Цыпленок. Лебедя нельзя. Дерево.
домик. Молния. Замок нельзя. И здесь нет совпадений. Есть еще флаг. У вас два хороших события выпало, связанных с делами. Да, то есть это флаг и венок. Так, нет. Якорь еще есть. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, что понаходила. В делах точно будет успех и победа в этот день, то есть на работе, в делах. Дальше. Может быть какое-то событие в доме, в семье, да, то есть еще выпадает семейная карта, семья, дети, то есть по цыпленку, какое-то семейное событие. Приглашение может быть в этот день. Новость в электронном виде, то есть это либо смс, либо письмо на почту. И по якорю показывает, что вечером где-то вы еще заякоритесь, то есть вечер вы проведете в каком-то месте несколько часов. Ну, может быть, это на вот этом событии, как вариант. Так что, видите, у вас очень хороший день. Все события со знаком плюс. В делах успех, дома все хорошо. Еще и приглашение куда-то будет. Может быть, приглашение на вот это событие, то есть иногда домик показывает события в родне. Ну, например, там у брата, у сестры, у дяди, тети, там, деда, ну и так далее. Так что, может быть, кому-то пойдете на день рождения. Благодарю за внимание, раки. Перехожу к львушкам. Смотрим, львы. 29 ноября, среда. Покажите мне события дня, львы. Победа. Первое событие. Вас ждет. Слезы. Может быть, это будут слезы радости, да, то есть от этой победы. Книга. Солнышко еще есть по горизонтали. Да, смотрите, слезы радости. Ожидание. С утра у вас будет ожидание этой победы, результата. И знаете, где это может быть? В казенном доме, госучреждении. То есть это может быть, например, суды, налоговая, школа. Да, то есть, ну, какое-то вот госучреждение. Где-то нужно решить какие-то документы. И вот даже, смотрите, есть подсказка. Там, где у вас был конфликт, да, то есть там, где нужно было, там, где было какое-то сопротивление по мечам, да, то есть и в какой-то вот борьбе, да, то есть вы одержите победу. Ну, здесь нет. В общем, получается, здесь события указывают на то, что с утра у вас будет какое-то ожидание, вы чего-то ждете, да, то есть на что-то надеетесь, рассчитываете в ожидании чего-то. Дальше посещение госучреждения, победа, слезы радости, да, то есть и конфликт. Ну, возможно, вижу, конфликт будет, победа за вами будет в каком-то конфликте в этот день в госучреждении, и это и даст вам вот эти слезы радости. Так что вот так, львушки. Хотя это могут быть события, да, то есть разные.
я их привязала, да, в одну связала, но это могут быть и разные. В общем, увидите, как у вас проиграется. Но очень похоже на одно такое событие, расписанное красочно картами. Так, благодарю за внимание, перехожу к девам. Девы, 29 ноября. Среда, события дня. Змея, первое событие у вас выпадает в среду. Будильник. Ребенок. Смотрите, время, да, то есть время и дети как-то могут быть связаны. Может быть, нужно с утра ребенка куда-то отвезти на определенное время. И будильник показывает, что вы будете спешить, вы будете опаздывать. Слезы. Какая-то змея может больно ужалить, да, то есть сказать что-то такое неприятное. Опять же, смотрите, можно прочитать вместе, да, то есть с ребенком куда-то не успели, да, по часам, и кто-то вот съязвил, да, то есть подметил, что вы не успели. Кровать также еще есть, это интимная связь. Кровать может показывать, что проспали. Конверт – это получение. И флаг победа. Так, шарики нельзя, значит, здесь нет, нет, нет. И конфликт тоже нельзя, я эту карту не могу сюда положить. Получается, в этот день у вас общение со змеей, то есть это с человеком, который попытается вас как-то задеть, ужалить, укусить, съязвить. Дальше проблема со временем, можете куда-то опоздать, не услышать будильник, да, то есть, допустим, не завести с вечера будильник. То есть следите за временем в этот день. Дальше общение с семьей, с детьми, какое-то событие, слезы, интимная связь, получение, победа в делах, да, успех какой-то и события в доме. Так что, видите, много хороших событий, но есть и два предупреждения. Змея и будильник. Вот такая информация для вас, девы. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам, а знаки от весов и до рыбок у меня уже будут во второй части видео, не в этом. Ссылочку на вторую часть я оставила под этим видео внизу в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами увидимся уже во второй части.